31 марта завершится регистрация кандидатов в органы местного самоуправления Абхазии. Уже сейчас по Гагарскому району зарегистрировалось 28 кандидатов. В основном это мужчины, но есть и женщины – 5 человек. Самому младшему кандидату 25 лет, а самому старшему – 61. Всего в районе 25 округов и 36 избирательных участков. В 13 округах выдвинулись по одному кандидату. На второй срок в органы местного самоуправления свои кандидатуры выставили 2 депутатов. В Гагарском районе практически все кандидаты трудоустроены и с высшим образованием. По наблюдению членов избирательной комиссии Гагарского района, на сей раз активность кандидатов в органы местного самоуправления невысокая. Я считаю, что любые выборы должны быть участные населения Абхазии полностью, независимо от национальности и расовой принадлежности. Это святое дело, это во имя Абхазии. Живешь здесь, значит, делай все, что как положено. Если касается меня, я обязательно пойду на выборы, дам свой голос за того, который предпочитаю. В Гудаутском районе 29 округов и 34 избирательных участка. Вначале здесь зарегистрировались 63 человека, но 6 человек сняли свои кандидатуры. Из 57 кандидатов 5 женщин. Самому младшему кандидату 25 лет, старшему 68. В 10 избирательных округах выдвигаются по одному кандидату, в остальных по 2, 3 и даже 4. Кандидаты в основном с высшим образованием, но есть и со средним специальным образованием – 6 человек. В районное собрание выдвигаются кандидаты, которые работают в сфере образования и бизнеса. Есть и временно не работающие – 8 человек. Местное самоуправление как орган, его функции, как вы считаете, необходимо все-таки государству, да, в каждом районе? Ну, если вот рассуждать с точки зрения государства, конечно, необходимо. Но у нас куча без этого проблем. Ну, а вы лично, вот ваша позиция, почему вы не идете? Ну, я не вижу, что что-то там можно изменить оттуда. Снизу что-то изменить маловероятно. И вы не идете на выборы? Нет. Орган для чего? Для функционирования. Чтобы работали. Каждый должен работать. Каждый орган. Я каждый раз хожу, выбираю. В Сухумском районе 15 округов, участков 35. Всего в депутаты выдвигаются 25 кандидатов, среди них 6 женщин. Самому молодому кандидату 26 лет. Повторно выдвигаются 9 человек. Практически все трудоустроены. Сухумская городская избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата в депутаты собрания. Повторно баллотируются 3 человека. Всего 19 округов и 22 участка. В 5 округах баллотируются по одному человеку. Среди кандидатов люди разных профессий – врачи, экономисты, учителя, бизнесмены, работники культуры. Только 2 временно не работают. Конечно, пойду на выборы. Это обязательно пойду. Ведь мы выбираем там достойных людей, которые могут потом впоследствии сделать так, чтобы людям было хорошо. И я надеюсь, что каждый тоже, который идет, тоже так же думает. В Гулрыхском районе 15 избирательных округов и 47 участков. Зарегистрировались 23 кандидата в депутаты в органы местного самоуправления. В 10 округах по одному кандидату выдвинулись. Среди тех, кто повторно баллотируется, 10 человек. Возрастная категория кандидатов от 25 до 72 лет. Практически все с высшим образованием. Большинство кандидатов работают в сфере образования. Есть предприниматели, 1 военнослужащий. Только 3 временно не трудоустроены. На избирательных участках уже начали подготовку к выборам. Я буду голосовать, да, надо, мы так привыкли. Ну, кто-то же должен руководить в городе. Наверное, они делают. В Ачимчинском районе 32 избирательных округа и 2 участка. Зарегистрировалось 55 кандидатов, женщин меньше – 8 человек, 15 кандидатов от политической партии Амцахара. В 8 округах по одному кандидату. Вновь баллотируются 10 человек, самому молодому – 26, старшему – 66 лет. В основном баллотируются люди с высшим образованием, работающие в сфере бизнеса. Дай бог, чтобы все было хорошо у нас. Как-нибудь, какими-нибудь путями, я не знаю, там выше, наверное, знают, как до этого всего дойти. Но мы будем все равно думать, что у нас все будет хорошо. Насколько необходимы органы местного самоуправления, ваше мнение? Ну, мне кажется, что если разделить, да, мы разделены на какие-то участки, каждый в своем участке, если будет правильно работать, то к чему-то мы придем к единому. И вы примете участие в выборах? Конечно, обязательно.
А в Тхуарчалском районе 15 избирательных округов и столько же участков. Кандидатов в депутаты здесь 20 человек, из которых 3 женщин. 11 кандидатов с высшим образованием. Все трудоустроены, кроме 3. Повторно баллотируется 1 депутат. Избирательные участки Тхуарчалского района на 80% готовы к выборам. Изменить что-то серьезно вряд ли получится, но, по крайней мере, улучшить состояние там, дорог, там, да, водоснабжения, электроснабжения. Там, да, это, в принципе, в их компетенции, и они этим могли бы активнее заниматься. В любом случае власть, она решает наши проблемы. Вы пойдете на выборы? Конечно. В Галском районе выборы в органы местного самоуправления не проходили с 2009 года. И вот в этом году они возобновлены. Районная избирательная комиссия зарегистрировала 21 человека, из них 5 женщин. Самому молодому 25, старшему 67 лет. Всего в районе 11 округов и избирательных участков столько же. Алика Трапш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.